أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إله الكون قد أسلمت لك، يا إله الكون قد أسلمت لك، يا إله الكون قد أسلمت لك، ربي فاغفر زلتي يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Темой нашей лекции сегодня вечером является цель жизни. И несмотря на то, что я прочел уже эту лекцию, наверное, где-то в 37 странах, и, быть может, в 146 городах по всему миру, меня всегда удивляет, когда я встречаю людей в самолете, в поезде, стоя на автобусной остановке, в кафе или в каких-нибудь различных ситуациях, когда я, например, встречаюсь с ними у себя дома или у них дома, в офисе, с разными людьми. И мы беседуем на различные темы. И, находя удобный момент для себя, я задаю им вопрос: что вы думаете о жизни? Они мне отвечают: что вы имеете в виду? Я говорю: жизнь. Каково ее значение? Какова ее цель? В чем она состоит? И вы будете удивлены тому, что умные люди, образованные люди, религиозные, самоуверенные, высокомерные люди, богатые, белые, черные, американцы, британцы, австралийцы, немцы, испанцы, французы, главы государств, дипломаты, популярные личности, люди, которые, на ваш взгляд, должны иметь уверенный и ясный ответ на этот простой вопрос. Я спрашивал их: как вы думаете, в чем смысл жизни? И обычно после этого вопроса наступает тишина. Колебание. У человека пропадает прямота, уверенность.
И я всегда напоминаю себе и другому человеку, что это не религиозный вопрос, и не философский вопрос, не диалектический вопрос. Это не вопрос с подвохом. Это очень простой и прямой вопрос. И если у вас нет ответа на него, если вы не решили этот вопрос для себя, если у вас есть ценности, то вы должны разъяснить этот вопрос для себя, чтобы суметь ответить на него, так же прямо, как вы отвечаете на вопрос, как вас зовут. И вот в этом-то и проблема. В том, что люди не считают это проблемой. Они обходят этот вопрос. Потому что каждый разумный человек должен уметь ответить на этот вопрос. Ответить объективно, не субъективно, исходя лишь из своего мнения. Как вы думаете, в чем смысл жизни всех людей? Потому что когда разумный человек начинает думать об этом вопросе, то оказывается, что этот вопрос всеохватывающий. Вы не можете рассматривать этот вопрос только лишь по отношению к себе, так как все вовлечены в жизнь. И мы начинаем думать о другом, о других местах, о других людях, о других ситуациях, идеях. Мы начинаем рассуждать о мире, о том, как он есть на самом деле, а не о том, как мы его видим. Вы начинаете потихоньку меняться. Вы начинаете выходить за пределы самого себя. Вы начинаете принимать во внимание целое множество других мнений. И я всегда говорю людям, если вы не задумывались об этом, то вам нужно пойти домой, выключить телевизор, выключить музыку, позволить детям отправиться гулять, разрешить жене пойти по магазинам или попросить мужа сходить куда-нибудь, сесть у себя дома, в своей комнате, в тишине, в течение 5, 10, может быть, 20 минут, и подумать, в чем цель нашей жизни? Потому что когда вы начнете думать об этом вопросе, вы начнете делать первые шаги, подобно тому, как ребенок делает первые шаги в своей жизни. Вы начнете делать первые шаги к тому, чтобы привести в порядок и решить, возможно, самый важный вопрос для всего человечества. И это не тот вопрос, на который трудно ответить. На него не трудно ответить. Если вы обратитесь к одному из многочисленных словарей, которые можно легко найти в таких институтах, как этот, или в публичных библиотеках, или, может быть, в вашем доме или офисе, то в них уже даны объяснения этим терминам. И это не что-то сложное. Это не наука о ракетостроении. Слово «цель» в общем означает устремление, определение, то, что является основой для действий, задача, причина и намерение. И это очень мощное определение. Слово «жизнь». Какое же определение может точно объяснить это слово? Это слово невозможно раскрыть одним определением. Когда вы говорите слово «жизнь», вы не можете полностью в действительности понять, что оно обозначает. Может быть, существование? А каким вы его себе представляете? Горизонтальным? Вертикальным? И что с ним делает смерть? В чем разница между ним и смертью? Когда наступает смерть? Сколько видов созданий существует? Сколько видов существ существует? Где? Когда? Как? Кто стоит за существованием? Как оно возникло? Вот такое глубокое слово «существование». Феномен мира — это условие существования человека до того явления, которое мы называем смерть. Смерть. Слово, которое ни один из нас не любит говорить, кроме тех случаев, когда оно касается кого-то другого. Мы можем сказать, что кто-то умер. Однако мы не любим задумываться, даже на мгновение, о том, что кто-то может сказать то же самое о нас. Потому что это неизбежное событие. Смерть. Это то,
с чем вы и я сталкиваемся каждый день. Потому что даже дети умирают. Молодые умирают, старые умирают, красивые девушки и мужчины умирают, богатые люди умирают. Каждый сталкивается со смертью, и каждый умрет. И не имеет значения, какая у вас философия, какие у вас увлечения, какие ориентиры, и кем бы вы себя ни считали, каким бы ни было ваше окружение, какой бы ни была ваша семья, к какой бы социальной группе вы бы ни принадлежали, это не имеет значения. Мы все идем к смерти. А жизнь — это подарок, который был дан вам и мне. И мы поговорим о разнице между здешней жизнью и тем, что будет после нее. Итак, мы будем говорить о цели жизни. И для людей это действительно очень простой вопрос. Но мы все же должны рассмотреть его. Потому что для простых людей и для тех, кто ими управляет, цели жизни немного различаются. То есть у власти и у общества разные цели жизни. И я хотел бы обсудить с вами этот вопрос с точки зрения общественных отношений и политики, так как моя специализация — общественные отношения. То есть я изучаю поведение правительств, людей, цивилизаций, обществ, и я изучаю поведение отдельных личностей. И это изучение человеческого поведения помогает мне понять, что когда кто-то здесь, и ты изучаешь его эволюцию, откуда оно происходит, то ты понимаешь, где оно заканчивается. И по такому же принципу ты видишь все другие явления. И мы говорим о жизни. Жизни человека. Неважно, живет он в достатке или живет, испытывая нужду. По большей части жизни людей проходят одинаково. Вы можете есть более изысканную еду, чем кто-то, кто живет в Руанде. У вас может быть более красивый дом, чем у того, кто живет, например, в Сомали или Афганистане. У вас может быть обширный гардероб. Например, когда вы открываете шкаф, выбирая, что сегодня одеть, в отличие от того, кто живет на Амазонке. Но все же, когда вы болеете, болезнь одна и та же, и вы реагируете на нее так же, как и те люди, о которых мы сейчас говорили. И когда у вас в жизни происходит какая-нибудь драматическая ситуация, трагедия, вы реагируете на нее так же одинаково, как и те люди, о которых мы говорили. И фактически люди, которые часто подвергаются испытаниям и трудным обстоятельствам, они справляются с ними лучше, чем мы бы это сделали, если бы эти обстоятельства обрушились на нас. Итак, у правительств и обычных людей цели жизни немного различаются. И я покажу вам что-то наподобие типичных черт этих проявлений. Один из наших ученых, историков, и, возможно, вы слышали его имя, Ибн Хальдун, его еще называют отцом истории. Он первый, кто объяснил историю, исходя из поведения человека. Он утверждал, что жизненный цикл людей, жизненный цикл правительств, цивилизаций такой же, как и жизненный цикл людей. Они проходят разные периоды. Они рождаются, и после того, как они родились, они начинают познавать, ходить, говорить. Они начинают понимать и применять свою индивидуальность. И мы говорим о людях, о власти и об обществе. Затем идет стадия незрелости. После идет стадия юности. Затем наступает стадия зрелости. Затем наступает стадия, когда сосредотачивается вся сила и способности. И этот период является пиком их жизни. И многие социологи утверждают, что этот пик соответствует возрасту 40-45 лет. А для правительств и для обществ это как щелчок. Затем они начинают глубже понимать ценности и ход жизни, чем тогда, когда им было 20 или 30 лет, так как они взобрались на вершину холма и смотрят вниз.
И по мере того, как они склоняются к 50-60 годам, они все более и более дорожат жизнью. И правительства таких стран, как Австралия, как США, как Великобритания, и те, которые уже прекратили свое существование, они начинают осознавать, что они не так могущественны, как они об этом думали. Они начинают видеть, что они не могут сдерживать все те обязательства, которые они взяли на себя. Они начинают видеть, что мир не крутится вокруг них. Они начали понимать, что они не могут жить без сотрудничества, кооперации с другими правительствами, с другими людьми и другими личностями. Они начинают осознавать это. И неизбежно личности, так же как и правительства, становятся зависимыми от других. И они возвращаются в предыдущее состояние, когда они были зависимыми. После того, как они были богатыми, властными, самоуверенными, высокомерными, неважно, кем бы они себя ни считали, они становятся мудрыми, благожелательными, щедрыми, понимающими, уступчивыми, зрелыми и ожидающими неизбежное, то, чем является болезнь и смерть. И однажды один из нас, сидящих в этой комнате, вспомнит, что об этом уже было сказано, что такие великие страны, как Австралия, Соединенные Штаты Америки, откуда я родом, Великобритания, Франция, Германия, все эти великие страны когда-нибудь закончат свое существование. И о них будут говорить в прошедшем времени, как об истории, как о воспоминаниях, так как их уже не будет. А будут уже другие названия, так же, как здесь и сейчас. И мы говорим о тех, кто были до нас, которые думали, что они могущественны и будут существовать вечно в прошедшем времени, как об истории. Итак, мы будем говорить о цели жизни, как это видят отдельные личности и правительства, потому что это поможет нам понять тему. И я прошу вас принять в этом участие, так как это моя самая любимая тема. Я люблю говорить об этом. Не потому, что я чувствую, что мне лучше это разобрать или усвоить. Однако это помогает мне, как человеку, лучше понять и разобрать свою собственную жизнь. Как быть благодарным за свою собственную жизнь. Лучше оценивать ее и лучше понимать тех, кто вокруг меня, которые зависят от меня и от которых, быть может, завишу я, с которыми я каждый день вступаю во взаимоотношения. Люди, исходя из своего жизненного поведения, ищут разные удобства. И неважно, кто они. Одно из самых прелестных из них для всех людей мира — это то, что мы называем свобода. Свобода. И мы видим, что любое общество, которое может заявить о себе, которое может продвигать себя и убеждать других людей, которые находятся на их территории, подчиняются их законам, что свобода и независимость могут быть осуществлены там лучше, чем где бы то ни было. И это похоже на Макдональдс. Если у вас есть проблемы, у вас нет денег, вы не можете оплачивать счета, вы ссоритесь с мужем или с женой, вы потеряли работу, но вы смотрите на золотые арки. И подобно собаке Павлова, у вас также текут слюни при виде пищи. Вам начинает казаться, что вы все преодолеете. Или это Бургер Кинг, кому что больше нравится. А если у вас еще рядом дети, то они начинают резвиться, толкаться, ведут себя не как обычно, так что их даже трудно успокоить. Взрослые люди встают рано утром, в 7 утра. Представьте себе, что им не нужно с кем-то разговаривать. Их дети уже на работе, пока они еще спали. Их внуки в детском саду. И им нечем заняться. Они смотрят в окно,
включают телевизор. Но если рядом Макдональдс, то они оденутся в 7 утра и пойдут туда. И они купят просто чашечку кофе, закажут что-нибудь себе. Например, гамбургер. И они будут сидеть там все утро, смотреть на посетителей, улыбающихся детей, на тех, кто приходит, уходит, на яркие цвета вокруг, желтые, красные. Красивое место. Изобилие энергии. И они сидят там весь день с чашкой кофе или с гамбургером. Потому что Макдональдс продал миру мечту. И они принадлежат к семейству Макдональдс. И правительство также продает вам мечту, вам и мне, так же, как и Макдональдс. Что если вы останетесь здесь и ассимилируетесь, начнете сотрудничать и приспособитесь, вы будете иметь свободу и независимость во всем, что вы когда-либо хотели. 2 цыпленка в каждое пюре и 2 машины в каждый гараж. И даже больше, чем вам нужно. Разумеется, вам нужно за это только будет заплатить. Но вот то, чего они не говорят вам, это то, какова цена этой дорогой свободы и независимости. Цена — это то, что находится у вас в холодильнике, у вас в шифонере, у вас в животе, у вас в домах, так как часть этого — это доля тех, кто этого не имеет. Вот эту цену вы платите. Но потому что вы смотрите постоянно рекламу, вас постоянно отвлекают от реальности того, что вы получаете больше, чем вам нужно. Но свобода и независимость — это то, чего желает каждый. Никто не хочет сражаться. Никто не хочет войны. Никто не хочет столкнуться с драмой. Никто не хочет столкнуться с трагедией. И даже так называемые террористы, они не хотят войны или террора. Они используют то, что кажется нам неразумным, приносящим разочарование, злым. Это все равно, что вот таким образом почесать ухо. Потому что те, на чьих тарелках больше, чем им нужно, загнали людей в угол во всем мире. И люди разочаровались и решили, что им больше ничего не остается, кроме этого. А почему бы и нет? Ни вы, ни я не оправдываем эти действия, потому что они являются действиями отчаяния, а иногда даже безумия. Но как бы то ни было, президент Соединенных Штатов говорит, мы являемся распространителями свободы и демократии по всему миру. Мы продвигаем свободу и демократию по всему миру. И если у кого-то проблемы, то мы решим их своим методом. И есть только один выбор. И этот выбор — звездно-полосатый флаг. Но главный вывод состоит в том, что с высокомерием или по-другому человек заявляет о том, что он хочет быть свободным и независимым. Никто не хочет быть чьим-то рабом. Никто не хочет сидеть в тюрьме. Никто не хочет подвергаться притеснениям. Все люди хотят мирного сосуществования. Допустим, мы разногласим с моим соседом. Мы враждуем, все время деремся, бросаем друг друга камни или мусор. И в конце концов возникает необходимость рассудить обоих. И при этом обычно выясняется, что вы оба хотите одного и того же. Но кто-то должен рассудить вас, чтобы вы смогли услышать друг друга. Потому что каждый человек, кем бы он ни являлся, хочет мирного сосуществования. Потому что как вы будете наслаждаться жизнью, если кто-то за вашей дверью бросает камни, угрожает, стреляет? Следовательно, всем нам необходимо найти пути мирного сосуществования. Каждый человек хочет самореализоваться. Социологи скажут вам, что самореализация — это самое сильное желание человека. Каждый хочет быть востребованным, признанным. Подумайте, когда вы были еще в колыбели, если бы вас загипнотизировали, вы бы, может, и вспомнили бы.
Ну просто представьте себя в колыбели, когда вам было, может быть, 18 месяцев, может быть, 12, может быть, 9 месяцев. Вы еще не умели ходить. Но вы слышали, как люди называют ваше имя, и еще не знали, что это ваше имя. Когда они смотрели на вас, они улыбались, смеялись, трогали вас, тискали вас. И каждый раз, когда они говорили ваше имя, вы начинали агукать, улюлюкать, они трогали вас, давали вам что-нибудь, то в скором времени вы начали ассоциировать звук вашего имени с собой. И социологи скажут вам, что это первый этап самореализации. Исходя из этого, когда берут интервью профессиональный журналист, интервью, которое рассчитано приблизительно на 10 минут, то берущий интервью произносит ваше имя минимум 7 раз. Привет, Маша. Как сегодня ты себя чувствуешь? Привет, Джон. Джон, можно задать тебе вопрос? Маша, можно задать тебе вопрос? Они говорят твое имя 7 или 8 раз за 10 минут. И это формирует то, что называется доверием, привязанностью. Потому что каждый человек любит, когда произносят его имя. Так как если уж нужно было бы за что-нибудь заплатить, я имею в виду за какое-нибудь слово, то люди предпочли бы заплатить за свое имя. Потому что имя — это самое заповедное для нас, по нему нас узнают. И поэтому пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, если у вас появился ребенок, дайте ему хорошее имя, так как хорошее имя формирует позитивность и хорошую самооценку. Это часть самореализации. Каждый человек хочет иметь возможность обладать, достигать, быть главным, владеть, определять для себя и для своей семьи. Как бы ни было, каждый человек имеет право быть шефом. И это другая сторона самореализации. У каждого человека есть принципы и ценности. Даже Джеффри Дамма тоже имел принципы и ценности. Спросите его мать. Я смотрел интервью с матерью Джеффри Даммы. Вы знаете, кто такой Джеффри Дамма? Это человек, который занимался людоедством. Его жертвами по меньшей мере стали 17 человек. И это не каннибализм, так как каннибалы не едят людей преднамеренно. А этот человек, который жил и считался цивилизованным, при этом он имел стремление к этому. У него была особая страсть вылавливать, заточать, убивать, расчленять. А затем, я не знаю, там он солил эти куски трупов по банкам и поедал их кусок за куском в течение 6 лет. И при этом он, как обычный человек, каждый день ходил на работу, целовал мать, махал людям на улице и сидел в Макдональдсе. Но его мать говорила о нем, и она даже не могла представить, что ее святой малыш может сделать такое. Такова природа матерей — прощать, не верить, что человек может впасть в такое сильное уродство и бесчувствие к другим людям. Но он стал таким. Но даже Джеффри Дамма имел принципы и ценности. И каждый из присутствующих здесь имеет принципы. Вы можете назвать это религией, философией, вы можете назвать это верой, вы можете назвать это убеждениями, но непременно у вас есть какие-то принципы. И если мы один за одним начнем обсуждать это, то мы придем к тому, что каждый из нас определил для себя границы того, что он считает плохим, хорошим, священным и выходящим за рамки. Поэтому мы должны сесть и обсудить, где наши границы, и где наши границы одинаковы. У каждого есть понятие о соответствии нормам и дисциплине. Вы не можете сказать, я буду делать, что я хочу, и когда захочу, и где я захочу. Я свободен, я независим. Я американец, я австралиец, британец. Мне не нужно никого слушать. Но вы все равно слушаете. Когда вы за рулем, не имеет значения, какая ваша религия, убеждение или философия, когда вы за рулем, вы подстраиваетесь под общее дорожное движение. Останавливайтесь на красный, я надеюсь.
Вы не можете водить просто так, как вам этого хочется. Вы не сможете зайти в это здание, залезая по веткам деревьев. Мы постоянно подчиняемся каким-то нормам, сознательно или подсознательно. К примеру, у кого-нибудь из вас проблемы с терпением. Но он все же подчиняется человеческой природе и досидит до конца лекции. Каждый из нас подсознательно подчинен человеческой природе. Вещи, о которых вы вообще не задумывались. Моргание, сердцебиение, мышление, жизненные функции, процессы пищеварения. Ваши легкие вдыхают и выдыхают. Слюна и процесс слюноотделения. Синапсы, расположенные в мозгу, они передают импульсы. Они передают 26 миллионов импульсов в секунду, образующих то, что мы называем процесс мышления. Это процессы, о которых вы даже не задумывались. И вы даже не можете их контролировать. Но вы им подчиняетесь. Вы соблюдаете дисциплину. Если вы идете в школу, вы придерживаетесь расписания. Если вы останавливаетесь в доме, где свои правила, вы следуете им. Если вы принадлежите к обществу, то вы платите налоги. И это дисциплина. Если вы религиозный, то вы следуете предписаниям религии. И это дисциплина. Когда вы в банке, вы проводите кредитной карточкой. И это тоже дисциплина. Следовательно, во всех человеческих делах присутствует дисциплина. Существуют вещи, которые мы особенно предпочитаем. Например, такая простая вещь, как приправа к еде. Вы знаете, еда уже недостаточно для людей. Нам нужна еще и приправа. У одних вообще нет еды, но у тех, у кого она есть, им еще нужна и приправа. Мы хотим иметь несколько видов одежды. Недостаточно просто покрыть свое тело. Нам уже нужен дизайнер. И мы платим за это. Если мы посмотрим на парня, у которого кроссовки с лейблом Майкл Джордан, и парень даже не знает, что себестоимость таких же кроссовок без лейбла Майкл Джордан, сшитых на Филиппинах, в Гонконге или в Малайзии, составляет 8 фунтов или 8 долларов. Но когда на них лепится имя, лейбл Майкл Джордан, они стоят уже 115 долларов. Вот скажем, если вы наденете кроссовки Майкл Джордан за 115 долларов, вместо каких-нибудь Микки Джордан за 8 долларов, и обе эти пары сделаны на одной и той же фабрике, неужели вы думаете, что вас повысят по работе? Но это показывает, какие мы люди. Мы думаем, что когда такие удовольствия появляются в нашей жизни, они делают ее лучше. Но это не так. Вода — это вода. Неважно, она грязная или чистая. Вы не сможете прожить без нее. А еда — это еда. И умирая с голода, вы будете готовы кушать из помойной ямы. И это будет вкусно для вас. Так же, как если бы вы ели в ресторане. Вот такие мы люди. Ищем свободу и независимость, мирное сосуществование, возможность самореализации. Придерживаемся правил, порядка и дисциплины. Подчиняемся, предпочитаем то, что доставляет нам наслаждение. Я думаю, с этим все согласны. Это то, что нас объединяет. Кто-то может подумать, что же он пытается нам тут объяснить? К чему же он нас пытается подвести? Подождите немного. Вы уже прочли полпути, так что до конца осталось ровно столько же. Запаситесь терпением. Правительство имеет те же цели, но по-другому их реализует. Мы хотим свободы и независимости, и правительство хочет полномочий и свободу действий. Каждое отдельное правительство в этом мире способствует формированию других правительств. Невозможно нескольким людям просто взять, собраться и учредить правительство. Нет, одно руководство является частью другого органа. Потом наступают разногласия, и они становятся серьезными. И наступает момент, когда руководство разделяется. Нам нужно руководить этой частью, а они пусть управляют другой.
И это может привести к тому, что называется гражданской войной, приводящей к независимости двух частей, как США и Великобритания. Дочь оставила свою мать и отправилась к землям, которые они считали Индией, и они до сих пор называют коренное население индейцами. Каждому известно, что Христофор Колумб, когда они приплыли туда, они обнаружили, что это не Индия. Но насколько же нужно быть высокомерными, чтобы до сих пор называть этих людей индейцами? И они говорят, что они открыли Америку. Это все равно, что я зашел бы к вам в дом и сел в кресло. И вы бы спросили: «Эй, что ты тут делаешь?» А я бы вам ответил: «Я только что открыл твой дом». Как можно открыть то, что уже заселено другими людьми? Это вам так, краткий урок истории. Итак, правительство хочет полномочий и свободных отношений. Проходит немного времени, и власти хотят, чтобы вы дали им свободу, поскольку именно так они обретают независимость от других правительств. Они хотят суверенитета. Недостаточно нашего согласия. Нет. Мало того, что дочь хочет оставить свою мать, они говорят: подождите, подождите. Король или королева хотят, чтобы вы платили им налоги. А король, они ничего не дадут вам взамен. Они говорят: нет налогам без широких полномочий. И вот так, в 1776 году, это история. Америка стала независимой страной, и Великобритания была вынуждена принять это. И мы можем назвать 15 стран, которые эволюционировали таким же путем. Правительства, насколько бы они ни были сильны, как, например, президент США, он говорит так, как будто бы он владеет всем миром, как своим ранчо. Он говорит так, как будто Америка является лучшим со времен появления воды. Но Америка не может существовать как страна без сырья, которое она берет от других стран. Это невозможно. Она не может существовать без иммигрантов, которые прибывают к ее берегам, работая как собаки и рабы, за копейки, ради мечты. Она не может без них. Америка при всем своем величии не может существовать без сотрудничества и взаимодействия с правительствами и партнерами. Все страны, кем бы они ни были, стремятся к независимости. Они не хотят быть зависимыми от других стран. Вы слышали когда-нибудь о стране, которая желает быть постоянно зависимой? Нет. Каждая страна хочет быть независимой и суверенной. У каждой страны свой собственный закон и конституция. Так же, как вы соблюдаете нормы, так и страна должна соблюдать нормы. Ведь что будет без конституции и закона? Будет анархия. Закон должен быть. Нам нужно уважать закон. Закон приводит к дисциплине. Закон приводит к порядку и ясности. И государство неизбежно учреждает институты, которые руководствуются Конституцией для того, чтобы служить и управлять своими гражданами. И в стране есть суды для того, чтобы решать спорные вопросы и урегулировать конфликты. Общество страны имеет свою собственную культуру и этику. Это называется собственный социальный политический характер. И общество страны стремится сделать свою культуру, характер, свою социальную политическую силу, ценности. Они стремятся сделать их доминирующими над другими странами. И сейчас, используя эту терминологию,
Глобализм пытается доминировать над всем миром. И давайте подумаем над этой идеей. Вы можете представить, что президент Соединенных Штатов, и я говорю о моем президенте, потому что я благодарен за то, что я американец. Не осуждайте меня, это не моя вина. Я благодарен за то, что я американец, так как я родился, то, что называется, в самых низах. Но по милости Бога, быть американцем позволило мне, как и другим американцам, учиться, позволило мне заработать степень магистра, путешествовать по всему миру, стоять сегодня здесь перед вами, иметь паспорт, позволяющий мне передвигаться туда, куда я пожелаю. И я получил его, принимая на себя ответственность. И я чувствую эту ответственность. И у меня, несомненно, есть право сказать, что мой президент поступает неправильно, что мое правительство, моя страна поступает неправильно. У меня есть право и ответственность, как у любого американца, сказать, что это неправильно. Если бы у меня был другой президент, другое гражданство, я бы вообще ничего не мог сказать. И поэтому я благодарен за то, что Господь дал мне возможность высказывать свое мнение. И я делаю это с полной ответственностью. Когда правительство остальных стран приходит к выводу о том, что их страна может доминировать в мире, несмотря на мнение остальных стран, доминировать своими продуктами, своими услугами, языком, культурой, флагом, в своей безнравственности, это является признаком того, что эта страна стала бесчувственной, стала слепой, и она идет к упадку. Она идет к упадку. И я верю, я не предсказываю, хотя я предполагаю, но я думаю, что если кто-нибудь сказал нам в 1970 году, то через 15 лет Советский Союз распадется, то в 1970 году о таком даже никто не говорил. Никто такого даже не мог предсказать. Но в 1995 году что произошло? Это страшилка, которой нас пугали. Советский Союз. Эта страшилка просто исчез. Другие названия, другая валюта. Это то, чем нас пугали. Но в один день этого просто не стало. Такое можно было увидеть, наверное, только во сне. Так кто же может подумать? И кто может предположить, какое название будет иметь Америка через 15 или 20 лет? Ведь может произойти переоценка, и возникнут новые названия. Кто может об этом подумать? Что все эти страны, которые являются частью этого Евросоюза, будут иметь необходимость создать новые имена, поскольку независимые имена, независимые валюты, независимый ВВП уже не могут быть независимыми. И таким образом мир движется к глобализму. Вот что я хочу вам рассказать. У президента США появилась новая должность. Где-то 3 года назад. Теперь он главнокомандующий всего космоса. Вы себе можете такое представить? Они говорят, мы запустили очень много спутников, и у нас самые мощные спутники. Они говорят, мы защитим рубежи космоса. И для того, чтобы осуществить это, они построили новый командный пост в космосе. И президент США — командир и директор всего космоса. Вот вы проверите эти войска, которые там, на прочность. Как правительство, так и люди подвержены снижению активности, упадку морали и уничтожению. Есть ли кто-нибудь в этой комнате, кто не согласен с тем, что рано или поздно все, кто здесь, в этой комнате, станут лишь призраками?
призраками, то есть воспоминаниями, кем-то, о чем говорят, что зафиксировано в документах, о чем помнят. Неважно, кто вы. Таково положение дел. И к этому мы идем, находясь между жизнью и смертью. И стих из книги под названием «Коран», которую советую прочитать каждому человеку. Если вы не можете прочитать его целиком, прочтите один стих, одну главу. Почему бы и нет? Вы прожигаете свое время, смотрите телевизор, кабельное телевидение, где-то 700 каналов. Смотрите какой-нибудь канал для собак. А если у вас компьютер, вы путешествуете по интернету, зайдите на Google или Giggle, или как там это называется. Просто введите Коран. K-O-R-A-N. Введите. Я настаиваю. Я прошу об этом не по причине религиозных мотивов. Просто введите его, посмотрите, как много ссылок откроется вам. Просто кликните одну. Послушайте Коран. Если он будет на арабском, вы ничего не поймете. Но просто послушайте его. А потом спросите перевод. Затем прочтите его. Коран — это книга, состоящая из 6626 аятов и 114 глав. И она была ниспослана мужчине по имени Мухаммад, сын Абдуллы, да благословит его Аллах и приветствует, который заявил о том, что он пророк Господа, так же, как и Иисус, Моисей, Давид, Соломон, Авраам. Он заявил, что он пророк. И мы, как мусульмане, верим в то, что он был пророком, и в то, что Коран был ниспослан ему. Мы верим в это. Вы можете не верить в это, но мы верим. И в этой книге, помимо того, что я хотел бы вам рассказать, есть следующий стих. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. В котором говорится: «Благословен тот, в чьих руках есть власть и сила, способная создать небеса и землю, такая, что вы и я не можем даже себе ее представить». И этот пример, он как показатель силы, что есть разум, что есть сила, что есть мнение, независимость, управление перед тем, что мы называем созданиями. И эта сила, управление, является абсолютной силой. И ей не обладали ни люди, ни правительства, ни поодиночке, ни группы, ни в прошлом, ни в будущем, ни в настоящем, никто. Мы просто капли семени. Вот и все. Чем мы являемся. Так мы были созданы. Затем смерть. И все. Земля к земле, прах к праху. Таков конец. И эта сила, то управление, тот разум, то мнение, которое создало землю и небо, и все, что на ней, и создало смерть для людей до того, как оно дало им жизнь. Подумайте над этим. Смерть была предписана нам до того, как нам дали жизнь. Она с самого начала была неотвратима. С момента своего появления вы несли с собой послание, запечатанное в вашем ДНК, о том, что вы умрете. Это бирка, которая приходит вместе с багажом. Жизнь и смерть. В этом особенном стихе мы, как люди, говорим «жизнь» и «смерть», так как, живя, мы смотрим в лицо смерти, даже если вы игнорируете ее. Но в этом стихе эти понятия переставлены местами, так как тот, кто даровал жизнь, говорит в начале смерть, а жизнь же мы даровали вам в качестве подарка. Для того, чтобы посмотреть, кто из вас будет лучшим в своих обязательствах и в своем поведении. Этот стих дает нам обзор нашей темы. Цель жизни, которая очень мала, подобно мгновению. Мы думаем, что она дни, недели, месяцы, года. Как мы называем столетнего человека? Century man, вековой. Некоторые называют 80-летних людей
используя разные имена, термины, но все это подобно этому. И если вам сегодня 60, или как в моем случае 59 и 3 дня, и, наверное, не стоило вам говорить об этом. Подумайте о прошлом. Подумайте о прошлом, когда вам было 15 или 20 лет, когда вы просто играли на школьном дворе или у себя дома. У вас не было проблем, вы делали все, что хотели, и думали о жизни, что будете делать, что хотите, достигнуть чего хотите. У вас есть отец, мать, братья и сестры. Нет никакой ответственности. Не нужно оплачивать счета. Нет насилия. Подумайте об этом. Когда это было? Как будто бы только вчера. Для меня это было как будто вчера. Всего лишь как это. Куда все ушло? Что случилось? И сегодня каждый согласится, что жизнь человека подобна тому, как будто солнце взошло и зашло. И дни идут вот так. Так что же случилось? Какой сегодня день? Четверг. Как четверг? Ведь вторник же был. Что случилось? Это время. Время. Оно как щелчок. Время подобно капле воды на подоконнике. Вышло солнце, и она исчезла. Вот это время. И это то, что было дано вам и мне. Нам было дано время. Что вы собираетесь делать со своим временем? Ни один человек, ни группа людей не появились по своей воле. Ни один из вас, в зависимости от ваших взглядов, вероубеждений и жизненной философии, не может сказать: «Я появился по своей воле». Не вы решали являться в эту жизнь. Или даже нет. Вы не решали даже быть здесь. Вас принесли сюда. Вас зачали ваши родители. Но некоторые из вас, возможно, полагают, что они родились по своей воле. Просто так, как будто перелезли через забор. Вас принесли в эту жизнь без вашего желания. Хотя самым простым примером являются дети. Например, в семьях, где мама и папа — это женщины. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Или оба родителя мужчины. Это такая ядерная семейка. Вы знаете, они вынуждены брать детей на воспитание. Так как они не могут завести их сами. Люди также не могут владеть или приобретать необходимые компоненты для автономного самосуществования. Вы не можете приобрести то, что вам нужно. Каждый человек нуждается в другом человеке. Социологи скажут вам, что они проверяли, опрашивали, давали человеку все, что он хочет. Они посадили его и спросили: «Чего ты хочешь?» Он сказал: «Я хочу дом». Они дали его. Он хочет машину, они дают ее. Он говорит: «Я хочу то». Он говорит: «Я хочу мебель, хочу деньги, хочу любую вещь, хочу компьютер, стерео, Wi-Fi». Они дают ему все это. Затем они поселяют его в этот дом, и он живет сам по себе. Они сказали: «Все это твое, но ты должен быть один». И человек говорит: «Без проблем. Я буду один». И они выяснили, что после 10 или 12 ночей человек становится одиноким. Он хочет позвонить, но соглашение таково, что никаких контактов не должно быть. И он говорит: «Хорошо». После 67 дней начинается депрессия. Человек хочет видеть кого-нибудь. Он хочет выглянуть в окно, помахать кому-нибудь. Но он заключил соглашение, никаких контактов. В течение следующей недели или 2 он становится отчужденным. В течение следующих недель человек впадает в глубокую депрессию. И в течение периода от 30 до 60 дней человек становится кататоником. Это означает, он становится виртуально безумным. Вся система заторможена. Всего лишь из-за одиночества. Итак, если у человека будет все, но не будет другого, с кем можно было бы поговорить, то он сойдет с ума. И в конце концов он умрет. Из-за чего? Из-за того, что мы называем горем, одиночеством.
Ни один не имеет абсолютной власти, управления над собой. Ни один. Например, ни один из вас не может перестать моргать. Ни один из вас не может перестать думать. Не может остановить функционирование органов тела. Никто не может остановить взаимодействие химических элементов. Никто не может перемотать ход времени и возраста. Следовательно, каждый из нас подчинен какой-то форме и порядку. Я говорю вам, давайте подумаем о небесах и земле. Просто подумайте о них на время. Давайте пойдем в макромир, а затем пойдем в микромир. Давайте отправимся в макро на время. Давайте выйдем за пределы. Земля — это третья планета среди 9 планет. Я думаю, может быть, еще планеты откроют в нашей Солнечной системе. И Земля — это третья планета от Солнца. Сколько миль до Солнца? Я думаю, где-то 93 миллиона миль, так, да? И только на Земле присутствует экосистема. Только на Земле. Для поддержания жизни. Потому что если мы отправимся налево, Меркурий, слишком жарко. Если мы отправимся направо, Марс, слишком холодно. Земля — это единственная планета, на которой есть экосистема, обеспечивающая то, что мы называем жизнь. И если есть другие люди или другие высшие формы жизни на каких-то других планетах, то об этом знает только Стивен Спилберг. И, кстати, все эти различные программы, посвященные так называемым инопланетянам, просто чтобы вы знали, все это выдумка. И в нашей Солнечной системе есть Солнце, которое является звездой. И наша Солнечная система зависит от энергии и силы этой звезды. И Солнце с его яркостью и силой одна из самых маленьких звезд в Млечном Пути. Вы знали об этом? Одна из самых маленьких звезд. Звезд в Млечном Пути. А Млечный Путь содержит почти 56 миллиардов звезд, подобных нашему Солнцу. И сам Млечный Путь — это одна из маленьких галактик в туманности Андромеды. Вы можете себе это представить? И в туманности может быть триллионы таких галактик, подобно нашей галактике. И туманность — это всего лишь одно из скоплений, которое мы можем обнаружить. И мистер Хаббл говорит, изобретатель знаменитого телескопа, он говорит, что он отправил свет 17 лет назад. Итак, свет, по-моему, путешествует со скоростью 300 километров в секунду. Давайте посчитаем вместе. Он сказал, что он отправил некоторые сигналы 17 лет назад с его телескопа. И за 17 лет он не попал ни в один объект и не отразился обратно. Попробуйте подсчитать. 300 тысяч метров каждую секунду. В течение 60 секунд. В течение 60 минут. В течение 24 часов. В течение 365 дней. В течение 17 лет. Так где же этот свет сейчас? Он до сих пор путешествует в космосе, где есть порядок. В космосе, в котором есть время, есть соразмеренность, есть дизайн, и где присутствуют свидетельства и доказательства для разумных людей. Это непостижимо для нас. Вы согласны с этим? Это непостижимо. Теперь давайте отправимся вовнутрь, в микро. В Коране сказано, поистине мы создали каждую вещь из воды. Вот что Создатель говорит. И Создатель почти 1400 лет назад сказал об этом в Коране. То каждая живая вещь создана из воды. И это то, что открыла наука сегодня.
что каждое живое существо имеет основу воды. А что же такое вода? Ее форма — газ. Вся Вселенная состоит из газа. И все состоит из газа, начиная от самых малых частиц, которые только доступны. В них уже есть вода. А в воде обнаружили молекулы и атомы, и еще более мелкие частицы, которые они называют кварк. Видите? Кварк. Это новая величина измерения. Кварк. А что будет потом? Микрокварк? Из всего этого состоит ДНК. Достаточно просто оторвать волосок, и они все узнают о вас по карте ДНК. Они называют это генетическая карта. От микро и до макро. У нас что? Соразмеренность. Время, космос, разум. И все это предполагает наличие проектировщика, приводящего в движение, потому что как все это смогло устояться? Или прийти в движение? И это также предполагает наличие управляющего. Это предполагает наличие силы, высшей силы. Это высшее знание. Это абсолютный источник мудрости. И если изучать это беспристрастно, без высокомерия и пренебрежения, мы все видим, как люди строят планы, прилагают усилия, строят проекты, играют свадьбы, учатся. Мы подписываем контракты и совершаем сделки. Для чего? Я имею в виду, для чего большинство из нас делает это. Мы ждем результата, признания, выгоды, приемлемой для нас. В каждой компании есть владелец, управляющий. В каждом правительстве есть король или глава. В каждой семье есть родители. По крайней мере, они должны быть. И один в ответе за другого. Так как же мы можем думать, что этот утонченный и продуманный комплекс, Вселенная, это Земля, и все эти экосистемы, все сложные создания, как мы можем полагать, что они могут быть результатом случайности и беспорядка? Есть цель жизни, есть причины для жизни, есть ответственность и соразмеренность. И остается только понять, в чем она заключается. И все, что я прочел, имело целью показать, что мы с вами в одном и том же положении. Мы на одной планете. Все мы здесь. Но мы должны быть едины в том, что есть причина, есть соразмеренность и есть ответственность за то, что мы являемся одной семьей. Нам нужно задуматься о том, что у нас есть обязательства по отношению друг к другу, и также мы ответственны перед Создателем. Вы можете называть его как вам угодно. Называйте силой, называйте его высший разум, называйте Бог, называйте Создатель. И тем не менее, все эти слова будут подходящими для описания одного. Сила, Создатель, власть, который управляет и поддерживает силы, проектирует, который дал нам всем порядок. И мы все получатели. Вот кто мы такие. Мы получатели. Мы получаем то, за что мы не платили. Вы ни за что не платили. Вы не платили за свои глаза. А вы просто задумайтесь об этой человеческой камере. Вы никогда не смогли бы создать ее. Если бы у людей были бы все инструменты в этом мире, то они стремились бы создать глаза, но они не смогли бы. И что люди определенно хотели бы создать, так это еще одно сердце, чтобы просто взять его в полки и вложить в тело, и заставить его стучать. Но искусственное сердце не работает. ДНК не позволяет ему. Оно может лишь временно работать. А потом тело отторгает его, потому что телу подается сигнал,
о том, что в нем инородное тело, и тело удаляет его. Потому что Создатель не дал мне и вам способность иметь два сердца. Но как бы то ни было, человек, у которого было искусственное сердце, прожил не более 13 лет. 13 лет агонии. Агонии! И 17 тысяч фунтов стерлингов в месяц на его поддержание. Подумайте об этом. Если бы мы хотели создать что-нибудь новое, мы бы хотели создать мозг, так, чтобы вытащить старый и вложить новый. Как вы это делаете с компьютером? Но это невозможно. Потому что нам дано то, что нам дано. И уже записано, как долго, как много. А когда конец, это конец. Вы можете менять сердца, органы, но вы все равно не сможете избежать смерти. Даже если в вас будет все новое. Это факт. И вы, и я — получатели. А там, где получатель, там есть кто? Дарующий. Кто дал нам этот порядок? Этот отрезок жизни. Это возможность иметь, видеть, получать, чувствовать, говорить, взаимодействовать, стоять, думать, владеть, учить, изучать, иметь потомство и жить по закону. Кто дал нам этот подарок? Вы скажете, вам дали это мать с отцом? А кто дал им? Нет, дарующий. Самый главный, кто дает. Существует владелец, который контролирует и поддерживает все на небесах и на земле, даруя нам не только жизнь. Он дал нам намного больше, чем кто-либо ни был. Он дал нам блага во много раз дороже миллиарда фунтов. Если я сказал бы вам, что наша компания покупает сердца, мы просто покупаем сердца, коллекционируем их за миллиард фунтов. Скажем, к примеру, если в вашей семье есть желающие, которые хотели бы отдать нам свое сердце прямо сейчас, то завтра мы бы уже сделали ему операцию, а ваши родные получили бы миллиард фунтов. И все. У нас есть деньги. И мы покупаем сердца. То никто бы не согласился. Если я бы вам сказал, что есть дом, который может получить каждый из вас без кредита, 4 спальни, без проблем, хорошие соседи, без проблем, прекрасная мебель, получите. Но одно условие. Когда вы въедете в дом, нужно, чтобы 5 раз в день вы звонили по телефону. Телефон уже установлен в доме. Вы просто звоните в компанию, которая предоставила вам этот дом, и говорите спасибо большое. Вот и все. Просто звоните. Один звонок в 7 утра, другой в час дня, третий в 5 после обеда, следующий звонок, когда уже солнце зашло, и еще один звонок перед тем, как пойти спать. И все это заняло бы 5 минут. Просто говорите: спасибо большое, мы уже въехали, отличный дом. И никакой арендной платы. Просто звоните регулярно и будьте благодарными. И заботьтесь о доме. Заботьтесь о нем. Если кому-то негде переночевать, или если кто-то пришел голодный, накормите его и дайте все, что ему нужно. И отправьте дальше. Это выполнимо? Поднимите руки те, кто согласен, что это выполнимо. Вы видите? Все. И это не шутка, я никого не разыгрываю. Это не телешоу. Я не скажу сейчас «приз в студию». Я просто хочу показать, что люди должны быть более благодарны
за те дары, что были даны им, за которые они даже не платили. И им не нужно за них платить. И дом, о котором я говорил, это не здание. Дом — это вы и я. Потому что настоящая личность — это та, которая находится в теле, а не та, которая заключена в стенах дома. Тот, кто в вашем теле, это и есть подлинный вы. Потому что, когда вы умираете, тело умирает, а душа остается. И после воскрешения она будет нести ответ. И до того, как вы вошли в тело, оно имело сущность. И ваш ДНК уже был вписан в нее. Поэтому нет двух абсолютно одинаковых людей. Даже если это близнецы, или 6 близнецов, даже если будет клон, он не будет таким же. Я говорю себе и вам. Мы должны быть благодарными за жизнь, которая дана нам, так как мы получатели. Вам была дана эта жизнь бесплатно. Вы думаете, нужно ли при этом просить те же самые условия? Если Создатель небес и земли, дающий, дал нам все это, воду, воздух, наши глаза, способность думать, почки, сердце, дал нам семьи, дал возможность выражать свои чувства, дал нам еду, работу, деньги, одежду, достоинство, честь, свободу, прямоту, шанс, жизнь как подарок. Не думаете ли вы, что Создатель, дающий, имеет повод сказать мне и вам, что мы должны узнать Его, следовать за Ним и отплатить Ему должным образом? Я говорю о 3 вещах. Я говорю, во-первых, узнать. Разве это неправильно? Сколько людей считают, что нам нужно узнать этого дающего? Сколько людей считают, что если этот дарующий предоставил нам принципы, честь, достоинство, честь, справедливость, равенство между разными людьми, то мы должны как минимум следовать им. Я думаю, все люди согласятся с этим. И, конечно же, я думаю, что все люди согласятся, что после того, как вам дали все это, и попросят отплатить тем, что вы познаете дарующего, воздадите ему хвалу и благодарность или молитву в специальных местах и в определенное время. И Создатель, дарующий, не нуждается в воздухе, ни в еде, ни в воде, ни в деньгах. Он вообще ни в чем не нуждается. Но просто отплатите молитвой, похвалой. Будьте снисходительным, делитесь, будьте миролюбивым, достойным, будьте честным, беспристрастным, повинуясь закону. Будьте хорошим гражданином, будьте хорошим человеком, сочувствующим, будьте щедрым. И это не 10 приказов и не 50 приказов. Как вы думаете, эта форма оплаты подходит? Вот в этом и цель жизни. Давайте придем к этому умозаключению. Если мы, как люди, как минимум придем к этому выводу, и это не религиозный вывод. Ну, для меня, конечно, это религиозный вывод. Но для вас он может быть философским. Он может быть практическим выводом, логическим, рациональным, научным, диалектическим выводом. Но если все мы придем к согласию, то не имеет значения, как именно он будет называться. Такова цель жизни. И если мы узнаем ее, то мы покинем эту комнату. Мы станем немного лучше. Потому что мы увидим своих соседей по-иному. Мы увидим людей, которых мы нанимаем на работу по-другому. И если вы учитель, вы увидите своих студентов с другой стороны. Если вы родители, то вы увидите своих детей с другой стороны. А если вы ребенок, то вы по-другому посмотрите на своих родителей и членов семьи. Если вы белый, вы увидите чернокожих другими. А если вы черный или мулат, вы по-иному взглянете на белых.
Если вы мужчина, вы начнете по-другому смотреть на женщин. А если вы женщина, вы увидите мужчин по-другому. Если вы не замужем, вы по-другому посмотрите на создание семьи. Почему? Потому что вы смотрите на все это, исходя из их цели, намерения и пользы всего этого. И мы, люди, ищем выгоду для себя, и в этом нет ничего плохого. Мы не должны чувствовать себя хорошо, используя других. Также, когда используют нас, до тех пор, пока это не переходит границы. Не так ли? Я не против, чтобы мной воспользовались. И я также использую вас, пока мы не ощущаем злоупотребления. Такова жизнь. Поддержка. Отдай, возьми. Уважай. Честность, толерантность, достоинство, терпение. Итак, мы подошли к главному положению нашей лекции. О том, что нет никого, кто достоин признания, восхваления, благодарности, познавания и исследования, кроме Создателя, дарующего. Это простое утверждение. Вы можете сформировать его в своем сердце, в своем разуме. Вы можете сказать, что это религиозное или философское заявление, но вы должны уяснить для себя, что я получатель, и есть тот, кто дал мне все это. Мне была дана жизнь, как подарок. И я должен узнать Создателя, следовать за Ним, и я должен отдавать Ему плату в определенной форме. И я спрашиваю, сколько людей согласны, что нет никого, кто был бы достоин подчинения, следования. Никого, кто был бы более достоин, чтобы ему платили, кроме дарующего. Кто с этим согласен? Люди согласны с этим, хотя они не мусульмане. Я не спрашивал мусульман, когда задавал этот вопрос. Опустите свои руки. Потому что вы согласны с этим, с религиозной точки зрения. В этой комнате я спрашиваю не религиозную точку зрения. Я спрашиваю просто как человек человека. И я снова задаю вопрос. Сколько людей в этой комнате согласны с тем, что как получатель я должен узнать дарующего, следовать за ним, и мне следует возмещать в определенной форме дарующему за то, что он дал мне этот подарок жизни. Только люди согласны с этим. Мусульмане, пожалуйста, опустите свои руки. Вы видите? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, может быть 25 или 26 людей из числа не мусульман, кто принял утверждение. Вы, конечно, можете сказать, «Эй, я не говорил такое». Но именно это и значит ваше согласие. Допустим, вы пришли к доктору. Вы пришли к доктору. И он вас обследовал. И после этого, после того, как он осмотрел вас, он поставил диагноз. После этого он делает прогнозы, объясняет вам, что он думает и какова ситуация. После этого он пишет направление. Не так ли? В этой комнате есть врач? Тут есть врач? Есть кто-нибудь? Фармацевт, например. Я думаю, их здесь называют аптекари. Ага, вот он. В общем, после того, как он разъяснил метод лечения, он пишет рекомендацию. Он все равно что-нибудь пишет, даже если с вами все в порядке. Вы знаете, доктору в конце концов нужно что-нибудь написать. И вот он пишет эту рекомендацию и использует в ней язык фармацевтов. Какой это язык? Кто-нибудь знает? Так, студент-фармацевт, отлично. Пожалуйста, какой язык? Это латинский язык, не так ли? Видите? Избранный язык для фармацевтики. Латинский.
Через него доктор устанавливает контакт с фармацевтом. Доктор пишет рекомендацию, а фармацевт читает ее, переводит, а затем пишет инструкцию. Потом фармацевт или аптекарь прикрепляет это к бутылочке. Говорит вам, этот фармацевт или аптекарь, принимайте это после еды 3 раза в день, или 5 раз в день, или тому подобное. То есть там перечислены фармацевтические названия. Вот зачем же я рассказал вам об этом? Вы приняли то, что я вам говорил. Потому что человек размышляет. Это обоснованно подтверждено практикой. Это не религия. Но я вам это сказал на языке, который сейчас боятся. О том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Это означает, что нет никого, кто был бы достоин, чтобы его признавали. Никого, за кем можно было бы следовать. И кому платить должным образом, кроме Создателя, дарующего. Вот и все. И 1,5 миллиарда людей по всему миру. Китайцы, египтяне, африканцы, азиаты, немцы, французы, американцы, канадцы, австралийцы, индонезийцы, малазийцы, южноафриканцы. Везде, где есть люди, среди них есть те, кто говорит «Ля иляха илляллах». 1,5 миллиарда людей по всему миру открыто говорят это. Что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Это значит, что никто не достоин, чтобы его признавали. Нет никого достойного, чтобы за ним следовали. И нет никого достойного, кому можно было бы платить должным образом, кроме Создателя, дарующего, высшей силы, тот, кто дал нам жизнь. Вы называете его Господом, могущественным. Мы называем его Аллах. В этом суть. Все эти имена ему подходят. И когда вы устанавливаете отношения с дарующим, вы устанавливаете его с другим человеком. Потому что теперь есть определенные правила. Эти правила между тобой и дарующим, которые он должен рассмотреть. У вас есть отношения, и если вы об этом не знали, то теперь знаете. Пример: мужчина, который хотел жениться всю жизнь на красивой женщине. Или женщина, которая всю жизнь мечтавшая выйти замуж за красивого мужчину. Они гуляли, я не знаю, кушали пирожные, проводили медовый месяц. Или медовую луну. Это продолжалось 3 дня, 7 дней. Неважно. Но в конце концов, они начинают смотреть друг на друга. Как обычно говорят это женщины, где ужин? Вы понимаете, о чем я, да? Женщина встречалась с этим человеком каждый день. У них была любовь. А что же теперь? Что случилось? Рано или поздно он скажет вам: медовый месяц закончился, любимая. Это как обещания, которые вы дали, о которых мы говорили. Вы принесли и положили их на стол. И все было как всегда. Дом, дети, машина. Что же теперь случилось? Почему? Да потому что мы вправе ожидать от этого отношения взаимных обязательств. И Создатель, дающий, имеет право, так как между вами и им обоюдные обязательства. Вам было дано, нам было дано, следовательно, мы должны выполнять. Что же мы можем выполнить, кроме того, как познать? Что мы можем выполнить, кроме того, как следовать? И что мы можем выполнить, кроме того, как быть благодарными? Вот и все, что мы можем сделать. И когда ты принимаешь это, ты начинаешь расширять обязательства, выполнение, качество доверия между тобой и Создателем, тобой и дарующим. Когда у вас есть дом, вы начинаете ухаживать за ним, чистите его, мыть изгородь, подстригать газон и делать все, что делают в нормальном доме. Или если вы покупаете новую машину, вы моете ее каждый день. Каждый день. Но старую машину вы вообще не будете мыть. Таков человек.
Потому что отношения обоюдны. Другая сторона этого, как эти чувства, которые вы приобрели, и принципы, которые у вас есть, влияют на других людей. Потому что, если вы говорите, что у вас отношения с Создателем, дарующим, но они никак не отражаются на окружающих, то вам нужно пересмотреть эти отношения. Потому что отношения, которые у вас с Создателем, дарующим, не позволяют вам плохо относиться к соседям, даже если они вам не нравятся. И вам не нужно искать других соседей и другую жизнь. Потому что когда у вас хорошие отношения, прочные отношения, приносящие плоды отношения с Создателем, дарующим, это должно отражаться на прочности отношений с кем? Другими людьми. Если вы видите человека бесчувственного, злого, непослушного, который не говорит ничего хорошего, ругается, нам должно быть грустно, так как у него нет даже пищи для отношений, даже для размышления о Создателе, даже для размышления и признания кого? Создателя. Итак, цель жизни, вашей и моей, состоит в том, чтобы использовать эту информацию для плодотворного, выгодного, прочного и всестороннего отношения с нашим Создателем, дающим нам, и через это узнать, какие законы, принципы, договоренности, восприятия, какие достоинства, какие обязательства должны быть у людей для взаимного уважения, взаимосогласия, для общественных обоюдных ценностей. Дорогие братья и сестры и гости из числа немусульман, такова цель жизни. Познать источник и абсолютную силу, которые все создали, быть благодарными Ему за все ресурсы, которыми мы наделены, исследовать нормам морали, которые установил дарующий, установить ясные отношения с Создателем, дающим, чтобы в последующем повиноваться, молиться и выполнять предписания, и делать все для взаимодействия со всеми людьми и созданиями, так же, как и создавать гармонию, мирное сосуществование, взаимовыгодность и благопристойность. И главное, готовиться к решающей встрече с повелителем, на которой будет все оценено. Потому что однажды, если вам что-то дали, и вы получатель, вы понимаете, что однажды вам предъявят счет. И ни один человек не должен думать, что его по меньшей мере не спросят о том, что ему дали. И жизнь — это то, что вам даровано, но за нее нас и спросят. И грядет день, время, когда все счета будут сверены. И предприниматели, которые находятся здесь, понимают, что значит сверять баланс. Вы знаете, что в конце года у вас происходит отчет с правительством. Вы рассчитываетесь с женой, вы рассчитываетесь со своим соседом, и неизбежно вам нужно отчитать себя перед Создателем до вашей смерти. Потому что если вы что-то упустите, или даже если вы не верите в дарующего, то высший разум, этот благодетель, уже все подсчитал и хранит. Спрашивают, что вы думаете, что женщинам в Саудовской Аравии не разрешают водить автомобиль? И это особая ситуация, я буду отвечать на это, исходя из положения в Саудовской Аравии, а не исходя из общих принципов ислама, хорошо? Только лишь исходя из ситуации в Саудовской Аравии, хорошо? Муфтий, я имею в виду главу Верховного суда Саудовской Аравии, рассмотрел этот особый вопрос. Разрешить ли полностью женщинам водить? Так как в этом для них есть большая польза, в самом вождении. И именно так стоял вопрос. Вопрос не стоял, можно ли им водить вообще, имеют ли они право на вождение,
Нет. И он проанализировал и определил, что в этой стране между городами лежат большие пустыни. Пустыни и темные места. И иной раз женщина, ведя машину одна, у нее может спуститься колесо, или может что-нибудь произойти с машиной. Неважно, что-нибудь в этом роде. И она одна, не будет знать, что делать. И может проезжать незнакомец. И этот незнакомец может быть любым человеком. И что может произойти? Она может подвергнуться насилию. И если даже ничего не происходит, он просто меняет колесо и устраняет неполадку, люди, которые проезжают мимо, видят, как мужчина сидит в ее машине, выходит из нее и входит в нее. И после того, как она возвращается в свой город или в свою деревню, по их обычаям люди могут сказать: мы видели мать такого-то человека, сестру такого-то человека и жену такого-то человека с незнакомцем на дороге. И так репутации женщине может быть нанесен непоправимый вред. И это часть их обычаев. Репутация женщины значит для них больше, чем что-либо. Поэтому Верховный Муфтий сказал: если женщина хочет водить, у нее должна быть лицензия. Но мы хотим, чтобы ее муж, ее брат или член ее семьи показывал ей дорогу, куда она должна идти, чтобы она не попала в такого рода ситуацию. И в этом настоящая причина. И человек, который не живет там, он может подумать просто, что им не разрешают водить, и все. Но мы больше смотрим на репутацию женщин, чем просто позволить им водить или нет. Потому что кто знает, что может случиться. Они сами подвергают себя опасности. И мы можем увидеть здесь, в Соединенном Королевстве. Я имею в виду, можем увидеть здесь, в западном мире. Как вы думаете, сколько изнасилований происходит в неделю? Вне дома. Когда женщина отправляется из одного пункта в другой. Как вы думаете, сколько? Я социолог, если вы не знаете, я могу привести статистику. А статистика такова, что в западном мире происходит 496 изнасилований в неделю. Женщины. К ним пристают, их могут изнасиловать, просто потому что они водят одни. Я не предлагаю установить законы в западном мире, как в Саудовской Аравии. Я предлагаю рассмотреть эту проблему. Мне кажется, что нам, мужчинам в западном мире, нужно смотреть за нашими женщинами. Что? А это уже другой вопрос, но я постараюсь на него тоже ответить. Первая часть вопроса состояла в том, почему именно в эти часы. Но вы знаете, не мы это определяем. Господь определил, когда солнце восходит и когда заходит. Он определил период беременности. Почему не раньше 9 месяцев? Почему не 11 месяцев? Это не от нас зависит. Почему в сутках 24 часа? Мы не решаем этого. Но через откровение, вдохновение, это решение Господа было внушено пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Было велено молиться именно в эти промежутки времени. И мы, мусульмане, мы можем даже полностью не понимать умом, почему именно так. Но мы делаем это из-за желания подчиниться, а не путем лишь логического осмысления. Но есть и разумное объяснение. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: если бы перед домом каждого из вас была река, и вы окунались бы в нее через каждые 4 или 5 часов 5 раз в день, осталась ли бы после этого на вас какая-нибудь грязь к концу дня? Как вы думаете? Какова исламская система? И может ли женщина быть главой государства или президентом? Если женщина будет главой государства или президентом, то позиция ислама в этом вопросе такова, то главная функция мужчин — защищать. Главное — защищать, представлять. Вы никогда за всю историю не услышите, что была бы война между двумя странами, и одна страна посылала бы против другой женский отряд. Этого никогда не происходило. В этом вся и причина. И с приходом всей этой свободы Америка начала посылать женские отряды. И говоря в общем, отвечая на вопрос девушки, мужчина и женщина равны перед Богом, но они не одинаковы. Потому что если женщина увидит крысу, которая перебегает дорогу, а если ее увидит мужчина,
Но ведь так же, чисто психологически, когда женщина видит крысу или мышку, она начинает бояться, а мужчина просто пристрелит или убьет ее. Итак, Создатель, сотворивший людей, понимает психологию женщин. Он знает анатомию женщин, он понимает физиологию женщин и чувства женщин. И говоря в общем, Создатель говорит нам, что мужчины должны быть защитниками и помощниками женщин и детей. Но если нет таких мужчин, которые поступают таким образом, тогда да, женщины становятся во главе. И они должны это сделать. К сожалению, мы видим, что в мусульманских странах нет мужчин, которые смогли бы быть лидерами. Это не потому, что женщины не могут управлять. Например, лично для меня было бы лучше, то если бы я зарабатывал, а моя жена была бы дома. Если я буду зарабатывать, а жена уйдет на работу, то с кем останутся дети? Что произойдет с семьей? Что произошло с семьей в западном мире? Макдональдс, Бургер Кинг, или что там еще? Пицца Хат. Все эти места уничтожили семью. Потому что семьи больше не сидят вместе за столом. Они не завтракают вместе, не обедают вместе. И уже нет больших семейств. Я имею в виду бабушки, дедушки, дети, внуки, которые сидят вместе, обмениваются советами, обсуждающих дела, как твоя домашняя работа, как у тебя то, как это. Нет, сейчас все по-другому. Мама, у нее своя работа, она едет на работу, водит машину, у нее есть босс, своя карьера, у отца есть своя карьера, у детей есть своя карьера, а бабушки и дедушки, они целый день сидят дома одни. Поэтому ислам говорит о том, что должен быть тот, кто оберегает и сохраняет святость дома и семьи. И это не значит, что нужно нацепить фартук и проводить все время на кухне. Кто-то должен воспитывать детей, заботиться о доме, отстаивать интересы семьи. Все то, ради чего мы работаем, должно быть окружено заботой. И женщины способны на это. И я скажу вам даже больше. Я не ценил должным образом свою мать, пока мне не исполнилось 40. Только тогда я понял свою мать. Я полностью не понимал, что значит рождение и что испытывает женщина, рожая, пока не увидел, как родились мои 4 детей. Я был в родильном доме. И я отчасти понял роль матери. И ислам говорит, что роль и обязанность женщины, задача женщины – это воспитывать будущих лидеров мира. У всех пророков были матери. Вот к чему я пытаюсь вас подвести. Это то, что у мужчин есть свое место, и у женщин есть свое место. Место мужчин обычно связано с работой вне дома, а роль женщин обычно внутри дома. Хотя бывает и наоборот. Я рассмотрю, наверное, еще один вопрос, так как наше время на исходе. Правда ли то, что если вы сделали что-то плохое между временами молитв, то следующая молитва искупает это? Но это все зависит от уровня вашего греха. Например, вы не можете думать, что убьете кого-нибудь, и молитва искупит это. Вы не можете украсть у кого-нибудь и думать, что если вы молитесь, то вам прощен этот грех. И долги не снимаются молитвой. Если вы должны мне до молитвы, то после молитвы вы все так же должны мне. Но если мы говорим о вещах, которые между вами и Господом, слова, которые вам не следовало говорить, взгляд на то, на что не следовало смотреть, места, куда вы пошли, мысли, которые у вас появились, о которых не знает никто, кроме Бога, то молитва помогает вам стать сильнее и исправить некоторые поступки, так как гордость иногда не дает вам просто сказать «извини». Но после молитвы вы можете подойти к человеку и сказать: «Прости меня, я очень сожалею». Ведь молитва приводит к состраданию. И да, от одной молитвы до другой это помогает вам, потому что просто подумайте об этом. Если человек, например, молится 5 раз в день и думает, например, о совершении преступления или о том, как ограбить банк,
После утренней молитвы он разрабатывает план ограбления. Неужели вы думаете, что после следующей молитвы он перестанет готовиться к ограблению? Или он звонит женщине, или женщина звонит ему, они хотят увидеться? Когда мы встретимся, до обеда или после обеда? После обеда. О, нет, не получается, это время молитвы. То есть вместо того, чтобы встретиться, он сначала помолится. Я помолюсь, потом мы увидимся. Так, отлично, помолились. Встретились. Где твой дом? Сколько до него добираться? О, нет, это слишком долго. Наступает время следующей молитвы. После предзакатной молитвы мы увидимся у тебя дома, выпьем, приятно проведем время. А потом я сделаю вечернюю молитву. Да не бывает так. Потому что главная цель молитвы, о которой пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, и Коран говорят об этом. Поистине молитва удерживает от плохого и мерзкого. Молитва уберегает от стремлений человека делать то, что является неподобающим. И главное, чтобы молитва делалась только во имя Господа. Потому что ваше устремление будет лучшим полицейским для вас, чтобы вы не делали на свете ничего дурного. И тогда вы отдадите долги. Вы сдержите свое слово. Вы будете хорошо общаться со своим соседом. Вы будете хорошо разговаривать с детьми. У вас будут хорошие отношения с женой. Почему? Потому что в своем сознании вы выстроили мораль. Следовательно, главная задача молитвы – формирование морали и хорошего поведения. И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине я был послан, чтобы привить хорошее поведение и хорошие манеры». А если человек молится день и ночь, и это не меняет его, то такая молитва не будет принята. Такая молитва ничего не значит.